Отцы и дети, правнуки и внуки, пусть никогда не рвется жизни нить. Мы прижимаем к сердцу ваши руки, желая всем как можно дольше жить. Здравствуйте! Стихотворные строки, послужившие эпиграфом нашей передачи, звучали на открытии фотовыставки «Мир, который вы защищали». Эта экспозиция, открытая к 55-летию Великой Победы, была организована Комитетом по делам молодежи Республики Коми, Республиканским отделением Союза фотохудожников России и Республиканским центром социальной помощи семье и детям, в стенах которого, собственно, и проходила эта фотовыставка. Открытие подобной выставки – это, конечно, праздник и еще повод для серьезного разговора. Сегодня в нашей программе принимает участие начальник отдела Комитета по делам молодежи Республики Коми Светлана Глубокая. Она поделится мыслями и впечатлениями, навеянными фотовыставкой. Из ее рассказа вы также узнаете и о работе Комитета по делам молодежи. У организаторов выставки появилась возможность лучшие снимки фотохудожников Республики Коми представить на 3-м фотобиеннале 2000 в Москве. Об этом престижном международном фотофоруме и о том, какую оценку получили работы наших фотохудожников, вы узнаете, посмотрев сегодняшнюю программу «Отрицание отрицания». Итак, я предоставляю слово одному из организаторов фотовыставки «Мир, который вы защищали» и автору рубрики «Остановись мгновение» Марку Аникулу. Дорогие наши телезрители, преданные зрители программы «Отрицание отрицания», а именно ее странички «Остановись мгновение», которая посвящена фотографии, творческой фотографии, фотожурналистике. Сегодня мы с вами находимся в Республиканском центре социальной помощи семье и детям. В конференц-зале этого центра развернута выставка фотографий, причем молодых авторов, молодежная фотовыставка, которая посвящена 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну, выставка тематическая, но кроме этого раздела, посвященного войне и Великой Отечественной, и афганской войне, фотографии здесь представлены в большом количестве, интересные фотографии, есть раздел «Это свободная тема», такое творчество, свободный полет молодых, юных фотолюбителей, фотохудожников. Но прежде всего мне хотелось бы представить вам Светлану Егоровну Глубокую. Она является одним из организаторов этой выставки, а выставка уже результат конкурса, республиканского конкурса молодых фотолюбителей, который был проведен Республиканским комитетом по делам молодежи. Светлана Егоровна, конечно, значительно лучше меня знает, как задумывалась эта выставка и получилось ли то, что было задумано. Вот этот вопрос как раз я ей и хочу адресовать. Светлана Егоровна, как вы думаете, вот то, что мы с вами видим здесь уже в окончательном результате, на стенках представлены фотографии, вот вы также себе представляли эту выставку, когда задумывался проект, или что-то другое получилось? Ну, вы знаете, когда мы задумывали, когда родилась идея об этой выставке, мы, наверное, себе не представляли вот окончательного результата, вот такого варианта. И если вспомнить сейчас, как у нас прошло открытие этой выставки, то я должна сказать, что результат вообще превзошел все наши ожидания, судя вот по тем откликам, которые нашла эта выставка в душах тех ребят и вообще представителей разных поколений, которые тогда вот были на этой встрече. А вообще говоря об этой выставке, мне думается, следует отметить два момента. Во-первых, сказать о том, что выставка, название которой «Мир, который вы защищали»,
Это одно из многих мероприятий, организованных Комитетом по делам молодежи в рамках празднования 55-й годовщины Славной Победы. Вот много таких было мероприятий проведено, и все они творческой направленности. Среди этих мероприятий конкурс патриотической песни «Хочу дружить с тобой век 21», фестиваль молодежной эстрадной песни «Зажги свою звезду», республиканский конкурс авторской и бардовской песни «Возьмемся за руки, друзья», ретро-конкурс «Песня далекая и близкая» и рок-фестиваль «За мир в 21 веке». Вот весь этот ряд – это мероприятия творческой направленности, которые предусматривают участие самой молодежи, как творческой, так, может быть, и не очень ощущающей себя таковой. Но, тем не менее, вот все они такого плана. И выставка, конечно, тоже вот заняла свое достойное место в числе этих мероприятий. А второй момент, относительно которого мы тоже должны сегодня поговорить, это направленность всех этих мероприятий. Это мероприятия, направленные на работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. И здесь мне следует сказать еще о том, что другое мероприятие, уже другой направленности было проведено. Это совместная коллегия Комитета по делам молодежи Республики Коми, Министерства образования, Министерства по социальным вопросам, военкомата, вот, Президиума Совета ветеранов и Союза воинов-афганцев, ну и других заинтересованных министерств и структурных подразделений, где также состоялся такой большой обстоятельный разговор по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи. То есть это не просто вот мероприятия такие, ну вот весь этот план мероприятий творческой направленности, чтобы организовать, поговорить об этом. Вообще это такая дата, которая заставляет нас всерьез задуматься о том, что сегодня мы имеем в отношении молодежи. И вот мне хочется сказать о том, что на самой коллегии выступала, когда представители молодежи, студентка из университета, она сказала такие интересные вещи о том, что мы, она говорила, мы, молодежь, сегодня вообще стесняемся этих слов. Патриот, Родина. И говорила о том, что сегодня вот мы утратили вот эту, утратив целостную систему в образовательном процессе, воспитательный аспект, мы потеряли много в нашем поколении. Вот то, о чем они сегодня говорят, это ведь результат наших усилий взрослых людей, которые по долгу своей работы обязаны об этом постоянно помнить. И поэтому сейчас для того, чтобы возродить вот эти чувства, да, для того, чтобы им не стыдно было произносить эти слова, что они считали бы себя патриотами, нужны специально такие продуманные мероприятия. Причем не отдельные разовые мероприятия, а должна быть комплексная такая система, продуманная и очень взвешенная. Еще один показательный пример. Сегодня была передача утром на радио Коми-Гор, где тоже принимали участие студенты, молодежь. Они сказали такую вещь неожиданную. Для того, чтобы в нас есть все эти качества, но вот для того, чтобы они проявились, нужна стрессовая ситуация. Вы понимаете, как-то искажены сегодня вот представления у нашей молодежи обо всем этом. Хотя вот большая часть фотографий, которые здесь представлены, они представлены воинами, афганцами. Это, собственно, вот их же ровесники, ну, может быть, немногим старше. Да. Поэтому сегодня есть о чем задуматься нам, вот, более старшему такому поколению, ответственному вообще за будущее, за то, что будет в головах и что будет твориться с душами нашего молодого поколения, подрастающего. И, на мой взгляд, выставка, она удалась, хотя, конечно, есть над чем дальше работать. То есть мы хотели, чтобы в ней приняли участие все районы и города республики, не только столичные. Но, к сожалению, приняли участие только Сыктывкар, Печора, Усть-Цильма. И всего было представлено... Усинск еще. Если я не ошибаюсь, всего было представлено более 200 работ, да. А вот на выставку отобрано где-то порядка 152. 19 авторов заявили сюда свои работы. Как я уже сказала, большая часть, конечно, вот какого репортажного такого плана, как вы сказали, это работы, представленные самими воинами-афганцами. И если опять возвращаться вот к открытию, которое у нас было, этой выставки, то ребят вообще очень затронула и сама вот процедура, то есть встреча, которая состоялась в виде встречи представителей разных поколений, и вот те фотографии, которые здесь представлены, неожиданно просто, вот для них это было неожиданно. То есть это вот жизнь, которая
представлена глазами, руками, душами их же, собственно, сверстников. И ветераны тоже были очень растроганы и признательны за то, что так неожиданно или, может быть, необычно сегодня состоялся разговор вот о событиях 55-летней давности. Поэтому хотелось бы, чтобы эта выставка, она у нас стала такой традиционной. Но для того, чтобы это было так, мы прекрасно понимаем, нужна, конечно, работа систематическая. То есть вы правильно сказали, что выставка — это уже результат. Для того, чтобы результат был, нужна повседневная работа. Поэтому мы будем инициировать эту работу обязательно на местах, через свои молодежные отделы. И вообще, если говорить о молодежных отделах и о комитете по делам молодежи, то наша функция такая координирующая. И здесь необходимо вот продумывание, увязывание действий различных министерств и ведомств. Не нужно здесь отдельно говорить о Министерстве образования, Министерстве культуры. Это наша сегодня общая задача, правильно, работать с молодежью. И в данном случае вот можно говорить о такой проблеме, как поддержка талантливой молодежи, о государственной поддержке талантливой молодежи в различных областях, в образовании, в спорте. И фотография, как один из видов творчества, оно имеет право на развитие, самостоятельное развитие. И вот когда мы с вами тут общались немножко около этих фотографий, мне понравились слова, которые вы сказали о том, что фотография как искусство, оно должно будить чувства, а не мысли. Я здесь очень вас поддерживаю в том плане, что сегодня наша молодежь умеет довольно часто красиво говорить и правильно, при этом не особенно задумываясь, что она вкладывает в эти слова. И вот как раз там, где чувства, там, где мы говорим о чувствах, тут у нас есть большой пробел, я бы так сказала, но такое огромное поле для работы. И поэтому мне думается, что эта выставка, хорошо, что она у нас получилась, это очень радостно. Я думаю, что мы будем работать с вами вместе при вашей активной поддержке для того, чтобы это имело хорошее продолжение. Эти снимки Сергея Гавриленко, сделанные четверть века тому назад на празднике Победы в Москве, интересны как по форме, так и по содержанию. Фоторепортаж с элементами психологического портрета показывает, что праздник Победы действительно всенародный. Вокруг ветеранов молодые люди, которые беседуют с ними, фотографируют их. Одним из этих молодых людей с фотоаппаратом и был Сергей Гавриленко. Основной объем экспозиции составил монолитный по форме и духу репортаж Игоря Сергейчука, фотолюбителя из Усинска. Поначалу подумалось, что снимки такого характера и выразительности делал корреспондент одной из армейских газет. Но затем выяснилось, что автор фотографий снимал своих сослуживцев и друзей исключительно на память для себя и для них. С большим трудом ему удалось вывести отснятые пленки при выводе войск из Афганистана. И сейчас, спустя более 10 лет после этих событий, мы впервые видим их глазами непосредственного участника, как бы изнутри происходящего. За эту обширную серию фоторабот жюри конкурса единодушно присудило Игорю Сергейчуку специальный приз. Это радость побед и потери, боль. Караван, вновь жду встречи с тобой. Караван, розовеет от крови Афганистан. Караван, караван, караван. Не привыкнуть к гражданке никак.
Там все ясно, там друг есть и враг. Здесь же души людей тяжело разглядеть сквозь туман. Жалко нет его, друга одного, навсегда его взял караван. Караван — это фляга воды, без которой смерть. Караван — это значит суметь. Караван — убивать шурави им велит Коран. Караван, караван, караван. Не привыкнуть к тому, что совсем мне не тянет плечо АКМ. И в кустах придорожных нет мин, здесь нет духовских банд. Только где-то там, по моим следам, кто-то снова берет караван. Караван — это сотни снарядов, не легших в цель. Караван — это соль на лице. Караван — третий тост, помолчим, кто пропал, кто пан. Караван, караван, караван. Снимки на свободную тему ярко отражают тот мир, который защищали на войне наши отцы и деды. В этот раздел выставки вошли лирические пейзажи Людмилы Игушевой, выполненные на высоком художественном уровне, что оценило жюри конкурса, присудив ей первое место. Второе место получила Анастасия Сазонова из Печоры за оригинальную работу «Медитация по-русски». Выразительны работы Евгения Семенова с его экспериментом съемки крупным планом. Теплота, душевность, неожиданный взгляд на мир молодых фотолюбителей из Усть-Цильмы, Печоры, Усинска, Сыктывкара произвели приятное впечатление на зрителей выставки «Мир, который вы защищали». Со Светланой Егоровной Глубокой мы беседовали на выставке, республиканской выставке молодежной фотографии, тогда, когда она еще проходила в стенах Республиканского центра социальной помощи семье и детям. Но вот прошло совсем немного времени, и появилась возможность показать лучшие снимки, 2-3 десятка работ молодых фотолюбителей и фотохудожников нашей республики в Москве на третьем уже по счету фотобиеннале. Это крупный месяц фотографии в Москве, проводящийся Московским домом фотографии во главе с Ольгой Свибловой, таким энтузиастом фотоискусства, фототворчества в нашей стране. Эта счастливая возможность появилась благодаря руководителю администрации главы республики, и мы Валерию Ивановичу Коробову очень признательны за эту возможность показать наши снимки на таком крупном международном фотофоруме. Надо сказать, что вообще этот фестиваль, уже международный фестиваль фотографий, проводится в Москве 3-й раз. И первый раз, когда я о нем услышал, о его планах, о том, что Ольга Свиблова собирается в Москве показать более 100 выставок, я, откровенно говоря, не поверил, хотя 3 десятка лет занимаюсь фотографией, фотоискусством. Просто не мог себе представить такого масштаба и объема фотофестиваля. Но уже первый раз было больше 100 выставок в Москве, а теперь на 3-м фотобиеннале. А биеннале — это фестиваль, проводящийся раз в 2 года. Было 115 выставок, и действительно каждая выставка была одна лучше другой. И вот
немножко рассказывая об этом фестивале чуть подробнее, для того, чтобы у вас сложилось представление, впечатление, в чем же удалось в этом году участвовать работам наших молодых фотолюбителей, надо сказать, что там представлена и фотография историческая, например, конца прошлого века в России и на Западе. Это классика советской фотографии 20-30-е годы. Это и лучшие работы западных фотомастеров, и проект молодежной фотографии «Вместе в третье тысячелетие». То есть, конечно, объем и персональных выставок, и международных проектов очень велик. И вот, как иллюстрацию, хочу вам показать несколько вырезок из прессы. Вот выставка, которая называлась «Фотобиеннале 2000. От пикториализма к фотоконструктивизму». Вот самые интересные наши авторы, это Александр Родченко, Борис Игнатович, были представлены не как обычно вне контекста, а именно в связи с тем, что было до них и к чему привело их творчество уже в более поздний период. Или вот совершенно замечательная выставка «Первый раз в Манеже», одна из 5 самых известных, пожалуй, имидж-фотографов Анни Лейбовиц показала крупную персональную выставку «Героиня высококлассного маскульта», называется вот эта заметка о ней. И действительно было что посмотреть, с чем сравнить работы наших молодых фотографов. Совершенно замечательная выставка в Малом Манеже открылась в рамках этого биеннале. Мы привыкли и знаем неплохо советский военный фоторепортаж. Макс Альперт, например, Гринберг, Морозов. Это известные фотокорреспонденты военные, но в то же время мы очень плохо знаем, а что же в художественной и особенно в репортажной фотографии в это время было на Западе. И вот эта выставка под названием «Одна война. Посвящение» показывает параллельно классику советского военного фоторепортажа и западных фотожурналистов, которые освещали, что же происходило в Штатах или в Европе в это время. Сопоставить очень интересно. Кстати, очень много параллелей возникает. В общем-то, действительно, война была тяжелая для всех одна. Ну, вот, например, такая выставка «Фотография как искусство обольщения». Тонкая, интересная, можно сказать, пикантная выставка, которая привлекла массу именно молодого зрителя. Но надо сказать, что в биеннале приняли, кроме нас, кроме молодежной, вот этой группы, по итогам республиканской молодежной выставки, участие также молодые, интересные фотографы, фотохудожники нашей республики. Это и Виктор Ивановский, который побывал на многих, вот мы с ним вместе были на многих выставках, на открытии биеннале в Центральном доме художника. Кроме этого, был очень любопытный такой молодой фотограф, профессионал из Ухты Олег Сизаненко. Приезжал наш коллега из Кирова Гера Пойлов, и мы все вместе общались, например, с мэтром московской фотографии, да и российской, собственно, уже говоря, Александром Александровичем Слюсаревым, который подробно комментировал то, что мы видели в ходе биеннале, на выставках, и, кстати, дал очень неплохую лестную оценку работам наших молодых фотографов, которые вот мы привезли отсюда, буквально сняв их со стен выставки нашей здесь республиканской, показав их в Москве. В Москве, что было интересно и полезно на будущее, эти работы мне удалось показать в одном из мастер-классов. Мастер-классы вообще в этом году были чрезвычайно интересные. Их проводили как ведущие западные фотографы, так и наши искусствоведы российского уровня, московские ведущие специалисты в области художественной фотографии, журналистики. И вот один из мастер-классов, который прошел 16 мая, вот мы именно в нем участвовали 16 мая, проводила генеральный инспектор Министерства культуры Франции по фотографии, она же директор фотографической коллекции Национального фонда современного искусства Франции.
Зовут ее Аньес Сен-Сир. И действительно, она является одним из 5 ведущих искусствоведов в области фотографии в мире. Ее мнение – это буквально возможность дальнейших публикаций, как у нас, так и за рубежом, организации выставок в галереях, в залах России, Франции и так далее. Так что ее мнение действительно было очень интересно. И вот она, правда, не говорила об отдельных работах и авторах, когда мы, записавшись к ней в очередь, к ней была такая очередь из российских маститых, уже известных фотографов, все по очереди показывали ей свои снимки, слушали внимательно ее отзывы, комментарии. Ну, вот она не говорила об отдельных наших работах и авторах, но она очень тепло отозвалась вот о направлении работы. Дело в том, что вообще в мире происходит ранняя, в молодом возрасте, профессионализация ребят, которые занимаются или собираются заниматься фотографией. Часто это приводит к такой рациональной, к такой конструктивной фотографии, уходит атмосфера, уходит творчество, уходит самобытность, к сожалению, из работ молодых авторов. И вот, глядя на снимки наших ребят, она сказала, что как раз хорошо, что это хобби, что это проявление такой искренней, непосредственной души авторов, что они не стремятся к коммерции на фотографии, что они не стремятся к техническому совершенству в смысле профессионализма, ради профессионализма. И она отметила душевность, она отметила теплоту этих работ и пожелала успехов именно молодежному движению фотолюбительскому в нашей республике как хобби, как способности выразить себя через творческую фотографию. Вот это было, пожалуй, очень интересно. Мы поняли, что мы на правильном пути и выглядим не хуже других совершенно. Может быть, еще через несколько лет мы сможем участвовать непосредственно и в выставках этого международного, я думаю, он будет продолжаться, фотобиеннале «Месяц фотографии в Москве». Кроме участия непосредственно в этом международном фотофестивале фотографическом, конечно, я не мог не зайти в Союз фотохудожников России и, конечно, показал там работы наших молодых фотографов и председателю Союза фотохудожников России Андрею Баскакову, показал работы Светлане Пожарской и Александру Агафонову. Это ведущие специалисты именно в области детской, юношеской, молодежной фотографии в России. Во-первых, они сказали, что странно и замечательно, что у нас вообще продолжается молодежная фотография, она продолжает развиваться, поскольку очень, к сожалению, многие коллективы, в том числе и в Питере, и в Москве, молодежные, юношеские, закрываются и закрылись уже в связи со сложностью обстановки, с отсутствием финансирования. А с другой стороны, они сказали, глядя на уровень работ, что нам вполне можно принимать молодых фотографов здесь, непосредственно в республиканском отделении Союза фотохудожников, не выезжая в Москву. Уровень их работ достаточно высок, и в Москве он не выше, например. И поэтому мы сейчас, ну вот я узнал всю эту процедуру, каким образом на месте здесь, в республиканском отделении Союза фотохудожников, мы можем молодых фотолюбителей, фотохудожников принимать непосредственно в члены Союза фотохудожников России. Я думаю, это неплохой стимул для дальнейшего творчества, для роста. Всего-то нужно 1,5-2 десятка хороших, действительно на художественном уровне фотографий, и здесь мы с удовольствием их оценим, изучим и достойных примем в Союз фотохудожников России. Приходите, обращайтесь к нам. Я думаю, что этому будут посвящены и наши дальнейшие странички о фотографии «Остановись в мгновение» в передаче «Отрицание-отрицание». Есть о чем нам сказать, и есть самое главное, что показать вам, потому что действительно работы молодых фотографов, они интересны и часто свежи, они отличаются от работ, ну вот, например, мастеров, фотографов, фотохудожников моего поколения.
И вот эту разницу, я думаю, вы почувствуете, глядя на работу молодых.